Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. В России восстановят более 1 миллиона гектаров леса. Всего 3 дня осталось до самого масштабного молодежного фестиваля «Мусустар». Уникальное видео обнародовал национальный парк «Земля леопарда». В России восстановят более 1 миллиона гектаров леса в этом году. Лесовосстановление охватит всю территорию страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Ненецкого автономного округа. Основные работы по восстановлению пройдут в Иркутской, Вологодской, Архангельской областях, Красноярском и Хабаровском краях. Сеянцы будущих деревьев высадят на площади 240 тысяч гектаров, то есть засеют территорию на 23% больше, чем в прошлом году. Для проведения мероприятий по лесовосстановлению будут использованы преимущественно сеянцы хозяйственно ценных хвойных пород сосны и ели. В селе Борсы Хымовского района возродилось оленя стадо номер 1 Чебагаллах путем разделения уже существующего стада Беркичех. Общее поголовье сельскохозяйственного кооператива составляет более 3000 оленей. По словам местных, состав возрожденной бригады молодой, но уже достаточно опытный. При этом для кооператива это большое событие, которое точно войдет в историю наслега. Реконструкцию якутских нарядов XVIII века создала жительница Верхоянского района Майя Жиркова. Так, для создания зимнего комплекта одежды мастерица использовала только натуральные материалы. Это и выделка из оленей шкуры, различные меха, а также украшения из бисера, бус и меди ручной работы. Наставником для Майи Жирковой выступила кандидат исторических наук Светлана Петрова. По словам мастерицы, такой комплект с легкостью может защитить даже от экстремально низких температур. Комплект заслужил диплом первой степени в номинации «Национальный костюм» в 11-й республиканской выставке «Якутия мастеровая». Мероприятия в честь Дня охотника пройдут с 1 по 3 апреля в республике. Так, 2 апреля на Комсомольской площади в Якутске состоится экстерьерная выставка охотничьих пород собак. Желающие могут подать заявки в Союз обществ охотников и рыболовов Якутии. Также в рамках мероприятия организуют конкурс фотографий «Сезон удачи», республиканский смотр-конкурс и соревнования по мастерству владения духовыми манками. 3 дня осталось до начала масштабного молодежного форума «Мусустар». Такое крупное мероприятие, посвященное молодежи, пройдет в Якутии впервые. В спортивном комплексе «Триумф» разместят 10 площадок. Известные актеры, спортсмены, певцы и бизнесмены проведут различные мастер-классы. Для участников форума будут организованы конкурсы с ценными призами. Участие в мероприятии может принять любой желающий в возрасте до 35 лет. Они заранее регистрируются на сайте musustar.ru, выбирают свой понравившийся трек, ну или по-другому направление мы говорим. Если вы хотите стать участником молодом, в треке «Молодой бизнес» или «Мультипликация», «Анимация» и так далее, вы находите и проходите регистрацию. А есть ребята, которые пройдут различные конкурсы и будут принимать участие в режиме офлайн. Также другие могут записаться в треки через сайт Министерств и ведомств Республики Саха-Якутия. С наступлением весны коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы, в частности по вывозу снега с территории города. Сколько кубов снега уже вывезено, на сегодня расскажет Дмитрий Тымыров. С 2018 года полигон по складированию снега располагается в промышленном округе столицы по улице 50 лет Советской армии. И сейчас все коммунальные службы, которые занимаются вывозом снега с территории Якутска, вывозят снежные массы именно сюда. За этот сезон с октября 2020 года по 22 марта 2021 года всего было вывезено с улично-дорожной сети города Якутска 444 тысячи кубометров снега. Силами Якутдорстрой
было вывезено 294 тысячи кубометров снега. И также сторонними организациями 150 тысяч кубометров снега. Новый полигон оснащен 4 степенями фильтрации для того, чтобы в последующем талая вода не загрязняла территорию. Только из Якутдорстроя в вывозе снега задействовано сегодня 34 большегруза. День 8, 6, 10 разные. Как далеко будет будем поменьше воды, если близко. А сейчас откуда вот снег привезли? Из автодорожной, где школа, 6-я школа автодорожная. Каждый водитель, приезжающий сюда, обязательно отмечается и отчитывается, сколько снега завезено и отсыпано. Заходят люди, фиксируется, вот наша организация, допустим, вот, фиксирует в точковке вот, заезд и выезд. Так же самое вот это частные организации, потом другие организации вот, тоже фиксирую. И сколько рейсов делают, кубаж. В общем, это делается для общего выведения кубажа снега, там, сколько там, за сезон вывозится снега с города Якутска. Помимо этого, снег сюда могут привозить и частники. Для них здесь создана отдельная зона. Это производится бесплатно, то есть только нужно иметь документ с природоохраны о, получается, взятие проб снега с территории, с которой будет вывозиться снег. Сюда привозят, нам оставляют документ, и уже на основании этого мы запускаем на полигон и разрешаем выгружать снег именно здесь. Чтобы это связано, то есть, чтобы не было там нефтепродуктов, мусора, то есть пустого бытового мусора. Сегодня коммунальщики работают в полную силу в 2 смены, чтобы успеть как можно скорее вывести снег из города до его таяния. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Национальный парк «Земля леопарда» в Приморье обнародовал редкое и очень милое видео. В фотоловушку на территории заповедника попала тигрица-мама. Она продемонстрировала свою вокализацию, прием призыва детеныша, а потом по просьбе уже пришедшего тигренка поправила камеру. Перейдем к прогнозу погоды. В Якутске сегодня преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидаются порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха минус 17, минус 19 градусов. На территории республики синоптики прогнозируют небольшой снег на северо-востоке и юго-западе. Температура воздуха ночью минус 28, минус 33 градуса. При прояснении в центральных районах на северо-востоке и севере минус 36, минус 41. На северо-западе минус 41, минус 46. Днем минус 9, минус 14. На севере минус 15, минус 20 градусов. При этом на юго-западе в ближайшие сутки прогнозируется оттепель минус 1, плюс 4 градусов. Это были самые холодные к этому часу. У меня к этому часу все. Я с вами прощаюсь. До встречи.